В Мажилисе представили изменения в законы по вопросам пособий для инвалидов. В частности, планируется ввести пособие для ухаживающих за инвалидами, разделение детей-инвалидов с 7 до 16 лет по группам инвалидности и другие. Остановлюсь на 8 концептуальных новшествах. Во-первых, введение пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы, независимо от причины их инвалидности. Данным пособием будет охвачено более 20 тысяч человек, которые осуществляют уход. Также будет изменен механизм оказания услуг индивидуального помощника с учетом степени потребности на основании медико-социальных показаний, рассказал в Мажилисе министр труда и социальной защиты населения Серик Шапкенов. Во-вторых, Минтруда планирует разделить детей с 7 до 16 лет по группам инвалидности. В настоящее время разделение есть лишь в возрасте от 16 до 18 лет. Новая мера позволит установить размер пособий в зависимости от степени тяжести заболевания этих детей. При этом размер пособий, адресная помощь вводится в связи с необходимостью. При этом размеры пособия для всех групп детей-инвалидов будут увеличены с 16 до 37%. Эта норма тоже положительно отразится на размерах специального государственного пособия детям-инвалидам, проживающим в Байконуре, которые получают пенсии, отметил министр. В-третьих, семьям с инвалидами, потерявшим кормильца, планируют предоставить право на одновременное получение пособий по инвалидности и в случае потери кормильца. Норма поможет улучшить благосостояние 2000 детей, которые в настоящее время вынуждены получать только один вид пособия на выбор. В-четвертых, в качестве альтернативы исполнения квоты по трудоустройству лиц с инвалидностью предлагается ввести компенсационные взносы для работодателей с 2023 года. Аккумулированные средства будут направлены на содействие занятости. В-пятых, обеспечение техническими средствами и услугами реабилитации за счет государства лиц, получивших инвалидность от трудового увечья, в случае невозможности исполнения обязательств работодателем, перечислил министр. Новшество затронет очереди на жилье. Сейчас несовершеннолетние инвалиды встают в очередь на жилье, но если до 18 лет они так и не получили жилье, их очередь обнуляется и они вынуждены вставать заново как совершеннолетние. Министр предложил сохранять эту очередь для взрослеющих инвалидов. Это поможет 20 тысячам очередников. Еще одним основным моментом проекта закона является установление гарантированного уровня суммы социальной выплаты на случай потери дохода, в связи с уходом за ребенком, по достижении возраста 1 года, в случае возобновления трудовой деятельности, рассказал Шапкенов. Продление периода ухода за ребенком-инвалидом с 16 до 18 лет. Норма положительно отразится при назначении пенсионных выплат по возрасту и базовой пенсии. Принятие проекта закона не потребует дополнительных выделений из бюджета. Затратные нормы будут реализованы в рамках выделенных средств из бюджета на 2021-2023 годы. Это 55,4 миллиарда тенге.